Канат Джахыббай, художественный руководитель столичного театра «Жастар», профессор Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, заслуженный деятель Республики Казахстан. Постановки, которые ставит именитый режиссер, срывают бурные овации и получают призовые места на международных фестивалях. А еще он учитель, воспитавший не одно поколение актеров. Когда вы ставите постановки, вы придерживаетесь принципа минимализма. В жизни тоже? Біріншіден, уақытпен санаспаймын. Менің балаларым да уақытпен санаспайды. Бұл біздің ең үлкен табысымыздың бірі. Біз еш уақытта демалыс дегенді балалар ойламайды. Во-первых, я не считаюсь со временем, и мои ученики тоже. Это одно из наших отличий. Мы никогда не думаем об отдыхе, у нас не бывает выходных, мы не проводим никаких торжеств. В 8:30 мы все на работе, а уже в 9 переодеты. У нас 2 зала, и, соответственно, мы делимся на 2 группы. В одном зале начинаем заниматься вокалом, в другом упражнениями и танцами. И так целый день. Вечером у нас постановка спектакля, потом снова репетиция, а иногда мы даже остаемся ночевать. И так работаем мы все. Начинаем ставить новый спектакль, у нас не хватает времени, а готовиться же нужно. Вот и остаемся ночевать. Ложимся поздно и, поспав пару часов, встаем на рассвете и дальше работаем. При этом у нас нет такого, чтобы кто-то возмущался или злился. Никто не говорит об усталости, не страдает. Плоды этой работы наши актеры видят в глазах зрителей. Сейчас наш театр становится известен уже во всем мире, а не только в пределах Центральной Азии. Нас теперь уже напрямую приглашают, присылая письма на электронную почту. Раньше мы только мечтали о том, как было бы прекрасно ездить на фестивале. Мы упрашивали наше министерство, наше городское управление культуры, чтобы нас отправляли на фестивали. И я всегда говорил: ребята, придет время, когда они нас сами будут просить приехать, а мы еще выбирать будем, в какую страну нам поехать с нашими спектаклями, а в какую нет. И вот теперь мы этого достигли. Мы ежегодно получаем по несколько приглашений из разных стран, сами решаем, куда поехать. А если нет денег, то я, как режиссер, делаю так, чтобы наш спектакль обошелся без особого бюджета. Вот почему я и придерживаюсь принципа минимализма. Изначально же у нас не было финансирования для того, чтобы позволить себе какие-то декорации. Совсем не было. А что поделать? Спектакли-то в любом случае ставить надо. И тут включается фантазия. Мы все тогда идем на базар и с минимальным бюджетом покупаем целлофан, самую дешевую ткань, и все делаем своими руками. Мы по сей день сценическую одежду шьем сами. Девушки, которые уже стали мастерами, шьют одежду, парни мастерят декорации. Да они все могли бы уйти в кино и зарабатывать там большие деньги, могли бы выступать где-нибудь на тоях, но никто не уходит. Потому что это искусство, которым они владеют, они не хотят ни на что променивать. Басқа жерге де ән айтып ақша тауып бармайды біреу де. Өйткені мына өнерін ештеңе айырбастағысы келмейді. А вообще актеры вашего театра выступают на тоях? Шықпайды, мүлдем шықпайды. Мои нет, никогда. Я им объясняю, почему этого делать нельзя, и они все понимают. Мои коллеги-режиссеры из других театров даже шутят по этому поводу, называют моих актеров зомби Нурканата. Они не употребляют алкоголя, не выступают на тоях. Для них самое главное — это работа. Они от нее получают удовольствие. Куда бы мы сейчас ни пошли, в какую бы страну ни поехали, нас всегда носят на руках до самого отъезда. А на следующий год опять приглашают на тот же фестиваль. Сіз спектакльдарыңызды көбіне көп әнмен әрлейсіз. Вы предпочитаете свои спектакли сопровождать песнями и пластикой. У вас мало слов, и чаще всего ваши постановки одноактные. Это такой ваш своеобразный стиль? Сурет өнері болсын, кино өнері болсын, балет болсын. Қандай өнердің түрлері болса да, ұғымды, нанымды таңғалдыру керек. Жалпы. Өнерге таңғалмағаннан кейін, сен...
Каким бы ни было искусство, пусть это будет балет или кино, зрителя необходимо удивлять. А если ты не удивляешь, то и не стоит питать иллюзий, что ты занимаешься искусством. Тогда ты просто один из многих, кто топчется по пыльной дорожке, которую до тебя протоптали миллионы. А из чего складывается удивление? Оно складывается из эмоциональных впечатлений. Если ты не можешь вызвать у зрителей эмоций, если ты не можешь взволновать их сердца, то твое искусство ничего не стоит. Көп өнердің басын қосуға тырыстым мен. Өнер, ән айтатын опера өнері бар. Я искал свой путь к сердцам зрителей и думаю, что я его нашел. Но то, что я делаю, это же не новшество. Я просто постарался собрать воедино разные подходы из оперы, из балета, есть наша драма, из цирка, из разных видов искусства. Почему бы не объединить все это воедино? Если мои актеры могут все это делать, то почему нет? Я так и делаю. И получаю плоды нашего труда. Безусловно, требуется фантазия, режиссерская, искусная фантазия, фантазия талантливого человека. И я думаю, что у меня ее достаточно. Я с детства рос в мечтах и следовал за ними. И если я не смогу все это передать своим ученикам, если вместе с ними я не смогу заворожить зрителя, то, думаю, грош мне цена. Этому я их и учу, и они меня полностью понимают. Конечно, были сложные времена, очень сложные, когда нам негде было жить, негде было выступать. Олар толық түсінді менің ойымды. Әрине қиналған сәттер де болды, өте қиын сәттер де болды. Тұратын жеріміз де болған жоқ. Ойнайтын жеріміз де болған жоқ. Өзіңіздің шәкіртіңіз Әділ Ахметов айтады. Ваш ученик Адиль Ахметов мне рассказывал, что когда все они твердо решили вернуться в Алматы, то вам удалось их переубедить. Говорят, что вы сильный мотиватор. Это так? Режиссер деген психолог болу керек. Да, действительно. Режиссер и должен быть психологом. А если нет, то и не режиссер он вовсе никакой. Я им говорил, у нас будет театр, мы будем делать то, будем делать это. У нас не будет свободных мест, будут полные залы зрителей, мы будем срывать овации, люди будут стоя вам аплодировать. С этого мы и начинали наши репетиции. Теперь мои ученики говорят, что я, наверное, ясновидящий. А я над ними подшучиваю. Говорю, а что это вы не возвращаетесь в Алматы? Они смеются. А куда они поедут? Сейчас мы один из ведущих театров, который всегда на устах. Нас ждут с нетерпением. Мы не ищем зрителя, он сам приходит. Билеты и на самом деле все расхватывают. Особенно молодежь, которая учится в столице и которая стала нашей основной публикой. Вот у футболистов есть же фанаты. Так же и у нас много своих поклонников. Асауға тұсауды сахналар кезінде көп ойландыңыз. Актерлар жас. Перед постановкой спектакля «Укрощение строптивой» вы долго ждали того, чтобы молодые актеры немного созрели, и в итоге вы все же поставили этот спектакль. Какие еще у вас есть идеи, которые ждут своего часа? Мен еш уақытта орыстың, немесе ағылшынның, немесе өзбектің, не қырғыздың шығармасын авторларын алам өзіме керекті. Я всегда беру произведения английских, русских, узбекских или кыргызских авторов, но при этом я придерживаюсь позиции, что на нашей сцене все не должно выглядеть как у русских, англичан или узбеков. Я беру ситуацию и превращаю ее в историю, происходящую у казахов, у нас в стране. Я не делаю грим под русских или под англичан, я не гримирую их, как узбеков или как кыргызов, не одеваю своих актеров в их одежды, я одеваю в нашу казахскую одежду, но при этом вообще не трогаю текст ни одного. Я не трогаю текст «Ревизора» Гоголя, не трогаю шекспировские тексты. Я все превращаю в казахское. Всю пластику делаю на нашей основе, всю музыку. Например, когда я ставил «Гамлета» Шекспира, я назвал эту пьесу «Принцем». Я показал эти события во времена саков. Я одел их в одежду саков. И это сработало. Все зрители, сидящие в зале 2,5 часа без антракта, так и не шелохнулись. Они просто замерли. Ни один человек не сдвинулся с места.
Они были очень удивлены. Одежда саков, их головные уборы. Никаких англичан и близко там не было. Музыка была казахская. Это близко зрителю. Потому что зритель увидел себя, свою страну. Почему они приходят на ревизора, на украшение строптивой? Да потому что они видят казахский дух. А какой спектакль вы готовите сейчас? Дон Кихотты койсам. Я очень долго мечтал о Дон Кихоте и о чем-то из творчества Ильяса Есенбергена. Все пьесы, которые я хочу поставить, они лежат передо мной на моем столе, они все готовые. Я не кладу один сценарий на другой, я их раскладываю по всему столу и смотрю на них. Начинаю рассматривать один, бросаю, читаю другой. Думаю, вот начну с этого, но параллельно начинаю другую пьесу. Иногда по 3 пьесам у меня параллельно идут репетиции. Спектакльдеріңізде әлгінде айтты ғой, ән көп деп. Кейде қазір ұмытылып кеткен, ұмытылып бара жатқан әндер. Мы только что говорили о том, что в ваших спектаклях много песен, и мы часто слышим у вас песни, которые почти забылись или начали забываться. Вас даже критиковали за то, что вы превращаете спектакли в мюзиклы. Вы принимаете такую критику? Нет, не принимаю. У каждого человека есть свое мнение, и я не могу заставить кого-то его изменить. Если не хотят принимать, пусть не принимают, это их дело. Но я верю, что это правильно. И мои актеры верят в это, и люди, которые критикуют и говорят, что это неправильно, поймут со временем. Қазір сіздің театрдағы актерлардың алды 30 бен 40 маңайындағы жастар. Возраст вашего основного актерского состава около 30-40 лет. Вы изначально не принимали в свой коллектив тех, кто уже взрослый и знаменитый. А сейчас много ли молодежи к вам приходит и как вы проводите отбор? Я не беру всех подряд из тех, кого я учил. Я привожу своих студентов 3-4 курсов в театр, ввожу их в состав уже играющих актеров и смотрю, справятся ли они с работой, которую выполняют те, кто уже работает на сцене. Смогут ли они приходить в 8 утра, ночевать на работе, а потом репетировать весь следующий день. И остаются только те, кто справляется с этим тяжелым трудом и смиряются с этим. А те, кто не согласен, уходят. Ну а готовых к такой работе, по сути, мало остается. Когда театр открывался, вы могли пригласить уже состоявшихся актеров, но вы этого не сделали. Специально? Да, специально. Конечно, можно было бы собрать профессионалов, и они бы пришли, но мне нужно было сделать театр мирового уровня. Я ставил такую цель. А для этого мне нужны были актеры, которые будут слушать меня и не будут задавать лишних вопросов. Мне не нужны были те, кто постоянно бы говорил, да что это такое, я устал, я не могу это сделать, я не читал то, я петь не умею. А мои студенты, они были готовы на все. А подражают ли вам ваши коллеги? Қызығады осындай көрермен менде де болса екен деп есептейді. Осындай елге танымал болсақ. Подражают, и я знаю об этом. Но делают это неправильно. Любопытство проявляют, хотят, чтобы у них был такой же зритель, мечтают попасть на международные фестивали, хотят ставить такие же спектакли. Но вот что огорчает. Они тоже добавляют песни, пластику, декорации, но делают это необдуманно. А я все продумываю изначально. Перед тем, как поставить спектакль, я размышляю, какая там будет аранжировка, например. Если я собираюсь ставить спектакль в будущем году, то я уже сейчас, заранее, в этом году предупреждаю хореографов, балетмейстеров, чтобы брали такие-то произведения и готовились. И они тут же начинают подготовку. Они не спрашивают, зачем. Вот и получается, что у меня за год готов и хор, и пластика, а уже потом мы начинаем корректировку и дальше уже идем на репетиции. Мы все вместе собираемся, балетмейстер, хормейстер, актеры, и я, и художники, и в таком составе мы и работаем. А вы подражаете своим коллегам? Нет, нельзя. Я никогда никому не подражал, да и не умею я этого. Допустим, если ты у кого-то что-то украл, ты ведь не сможешь сам себя обмануть и сказать, что этого не делал. Ты можешь кому-то другому солгать, но только не себе самому. Зачем это нужно?
Ваши спектакли, которые называются «Долгая-долгая дорога в Мекку», а также «И дольше века длится», всегда на передовых позициях, но в то же время, насколько вам тяжело возвращаться с фестивалей без призового места? Ондай жоқ бізде. Біз міндетті түрде жүлдемен ораламыз. Алғашқыда жылда алғанда төбеміз көкке жетіп, балалар қуана. Қазір Да у нас и нет такого. Мы обязательно получаем призовые места. Когда мы взяли свой первый приз, мы несказанно радовались. Актеры были просто счастливы. А сейчас мы ездим уже не ради призов, а просто для того, чтобы поставить спектакль. Но снова получаем гран-при. И это для нас обычное дело. Но самое приятное — это когда твои коллеги склоняют голову перед твоими победами. Наверное, нет большего счастья. Вот, например, в прошлом году мы ставили спектакль «И дольше века длится» на международном фестивале в городе Ош. И когда жюри, в составе которых были эксперты из разных стран, его обсуждали, то один из них, он был из России, со слезами на глазах сказал: «Уважаемые коллеги, после этого спектакля не стоит даже ничего говорить, давайте просто помолчим». И они все сидели молча. Какая еще оценка нужна? Разве нет большего счастья, чем это? Но когда меня так возвышают, я начинаю стесняться и чувствую себя неловко. Я никогда не думаю о себе так, как они говорят. Мне всегда чего-то не хватает. Өзім сондай қойып жатыр деп ойламаймын еш уақытта. Бәрі менде бірдеңе жетпей тұрады. Бәрібір жетпейді. Сіздің Есть такие произведения, которые вы ставите сейчас, когда уже стали мастером, но есть и те, которые вы делали во времена своей задорной молодости. Безусловно, ваше мировоззрение тогда и сейчас абсолютно разное. Хотели бы вы пересмотреть некоторые свои ранние спектакли? Мысалы, ревизорды тоқтатып қойдым. Енді биыл ревизорды қайтадан ревизия жасаймын. Басынан бастаймын қайтадан. Өйткені актерлар ойнай, оған қалыптасып қалады да, бір тебір... Я, например, приостановил «Ревизора». В этом году я снова буду его анализировать, начну все сначала. Дело в том, что постоянно играя одну и ту же пьесу, актеры начинают делать это автоматически. И игру, и речь доводят до автоматизма. Душа начинает выветриваться, не то что прежде. Круговращение, напевы любви из небытия — все 3 эти пьесы я приостановил. Одну 3 года назад, вторую уже 4 года не играем. Сейчас снова начнем репетировать, а там посмотрим. Я же удерживаю зрителя через разную пластику, музыку, формы. Стараюсь не утомлять публику. В каждый спектакль я закладываю большой смысл. Вот что главное. А смысл я держу с самого начала. И зритель это видит, и он ухватывается за этот смысл и устремляется за ним. А я тем временем тихо-тихо тяну его за эту ниточку и втягиваю в кульминацию музыкой, пластикой, монологами. А потом возникает долгое молчание, чтобы публика пришла в себя. И они задумываются. Например, «Долгая дорога в Мекку» — такой спектакль. И «Дольше века длится» — тоже. Начинается тихо, без шума, без лишней мишуры, но они великолепны. «И дольше века длится» — это вообще триптих из произведений Оралхана Бокей, Розы Мукановой, Чингиза Айтматова. Все эти 3 автора невероятно сплетаются в нем воедино и гармонируют. Иностранцы удивляются, почему 3? Это ведь только один человек написал. Нет, все 3 очень разные. Вся труппа сидит молча на фоне, а играют только 3 человека. Просто великолепно. И ты, сидя в зале, видишь самого себя, видишь, какую жизнь ты проживаешь. Ойнайтын 3 адам. Сұмдық бүгінгі күнге. Сен өзіңді өзің көресің залда отырып, өзің қандай өмір сүріп жатқаныңды көресің. Сіз соғыстан кейін дүниеге келген ұрпақ. Вы из послевоенного поколения, и кажется, что спектакль «Увидеть бы тебя, отрок влюбленный» по-особому теплый и близкий для вас. Не так ли? Менің ең бірінші кішкентай кезімде оқыған кітабым болатын. Өзім туралы повесть деген болатын болады. Содан кейін менің атым Қожа болды. Кино шыққаннан кейін менің атым Қожа болды бұның. Өзім де мектепте оқыдым ғой. Это моя самая первая книга, которую я прочитал, когда был маленький. Она называлась «Повесть о себе». Потом ее назвали «Меня зовут Кожа», после того, как вышел одноименный фильм. Ты тоже учился в школе, я тоже учился. Все мы проходили через то, что там написано. Но
Тогда мы многого не понимали. Не могли признаться в чувствах девушки, которую любили. Она тоже не могла многого сказать. Они и сейчас есть у тебя в твоем сердце. Эти отголоски, не так ли? И у зрителя тоже. Бывает у нас и ностальгия, и тоска. Вот зрители плачут. Мы ездили с этим спектаклем на гастроли по городам и селам, были в поселке Бердибека Сокпахбаева, там тоже все плакали. Расскажу одну историю. После окончания спектакля я вышел на улицу, а мы же выступали в поселковых домах культуры, и тут ко мне кто-то подбежал, обнял меня и начал плакать навзрыд. Это был молодой человек, который что-то очень хотел сказать, но никак не мог. Повторял лишь одно: «Дорогой брат, как я теперь вернусь домой? Почему вы сюда приехали? Как я теперь пойду к своей жене?» Потом сел и начал еще сильнее плакать. И снова твердить: «Как я вернусь к своей жене?» Получается, что он взял в жены не ту девушку, которую любил еще со школы, а женился на другой. И таких историй много. Немало девушек и парней встречали меня после спектаклей. Была еще одна история. Ждали меня журналисты из телевидения, и когда я к ним вышел, то увидел вместе с ними девушку с заплаканными глазами. Журналист тогда сказал: «Пусть она сначала с вами поговорит». Она меня обняла и начала плакать, и вдруг сказала: «Я ждала вас, вы меня спасли от смерти. Спасибо. Я только благодаря вам поняла, что такое жизнь». Вот что на такое ответить? Я тоже тогда прослезился. Siz meni ölümden alıp kaldınız dedi. Ölümden alıp kaldınız ağa. Manda bir rahmet. Ömürдің не екенін енді түсіндім. Бұған не айтасыз? Бірақ менде көзіме жас бұрқырап түсті. Өзіңіз тәрбиелеп жүрген актерлардың алды. Более старшие актеры, которых вы всему научили, тоже пошли в режиссуру. Даурен Сергазин, например, ставит спектакли. Вы даете им какие-то советы? И какими вообще качествами нужно обладать, чтобы стать режиссером? Режиссер үшін мен Дәуренге айтамын: мен не істеймін, соны істе болды. Менің жасымдағы жігіттер үйінде отыр қазір. Шалдарды ойнап, ақылгөй болып. Ал маған Даурену я говорю: что делаю я, делай и ты. Актеры моего возраста, если и играют на сцене, то роли старцев. А если дают советы, то сидя дома. Для меня это смерти подобно. Вот я и говорю Даурену, чтобы учился у меня моему трудолюбию. Я никогда не жалею себя. Самое главное — научиться этому. Советую ему не бояться падать. Но надо падать. Надо падать, нужно набивать шишки. Ты должен кровоточить, и только тогда поймешь, как находить пути и как не лить слезы. И обязательно найдешь. Я сам прошел через это. Много получал от жизни, не буду скрывать. Все, что я делал, ни один из критиков не одобрял, ни один из спектаклей. Все писали плохие отзывы. А я всегда говорил, что все равно докажу, что я нужен режиссуре. Но не копируй меня, говорю я ему. Тогда будет сложно. Если будешь меня копировать и делать то же самое, то сам не будешь расти. И твоя история на этом закончится через пару лет. Говорю ему, чтобы он занимался своим делом. Часто советую брать тяжелые спектакли. Поставил несколько легких, и хватит. Берись за самые сложные. Берись за то, что кажется невозможным. И тогда раскроется весь твой потенциал. А легкие, готовые, не стоят того, чтобы на них размениваться. Оңай тұрған нәрсені қоя салу, оған бас қатырдың қажеті жоқ. Өзіңіздің бір спектакль. Я вспомнил историю о том, как вы должны были играть в одном спектакле, но проспали. В то же время про вас говорят, что вы очень требовательный. Правда? Да, я требовательный, потому что я хочу, чтобы мои ученики не совершали ошибок, которые совершал я, а я совершал много ошибок. А еще говорят, что вы человек с характером. Есть ли от этого польза? Нет, я никогда не видел от этого пользы. Да и никогда не увижу. О чем бы вы еще хотели сказать из того, о чем я вас не спросил? Осы істеп жүрген тірлігімді мен неге 30-ымда істемедім ау, 35-імден болмаса 40-ымда неге істемедім деген өкініш бар.
Я жалею о том, что многого не сделал в свои 30-40 лет. То, что я делаю сейчас, я мог бы сделать раньше, ведь тогда у меня для этого были все возможности. Но в то время казалось, что молодость никогда не закончится, и я многое упустил. Много сил потратил не на то, на что нужно было. Об этом я много думаю, когда остаюсь наедине с самим собой. А ведь можно было начать еще тогда. Почему я тогда этого не делал? В то время я мечтал, но не стать режиссером, а найти хорошего режиссера и ходить за ним как актер. Вот о чем я думал в молодости. Соның артынан актер болып, сол режиссер артынан жүрер едім деп ойлайтын едім жас кезімде. Если бы вы не ушли в режиссуру, из вас бы вышел хороший актер. Отличный актер бы получился. Да я и был хорошим актером. Спасибо вам за это интервью и желаем вам удачи в вашем творчестве. И вам спасибо.